Здравствуйте! И сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Гал Медиа. С вами Амелия Бисмарк и коротко о главном. С января по декабрь 2023 года в Галском районе выдано 3084 вида на жительство и 51 паспорт Республики Абхазия. Репортаж Гал Медиа о работе паспортного отдела. Осторожно, пиротехника. Основные правила безопасности от корреспондентов Гал Медиа. Как стать Дедом Морозом? Рецепт настоящего новогоднего праздника от Ги Пипискири. Начнем с официальной информации. 19 декабря президент Абхазии Аслан Бжаня провел совещание с главами администраций городов и районов, а также представителями посольства России в Абхазии. На повестке совещания актуальные вопросы внутренней и внешней политики. Центральное внимание глава государства уделил подготовке к предстоящим президентским выборам в Российской Федерации, которые пройдут с 17 марта 2024 года. Президент дал поручение премьер-министру Александру Анкваб и руководителю администрации президента Абисалому Кварче подготовить все необходимые условия для того, чтобы граждане Абхазии, обладающие российским гражданством, могли выразить свое волеизъявление. Абхазские мандарины прибыли в новые российские регионы. Всего в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области было доставлено 50 тонн цитрусов и бутилированной воды. 10 из них отправили в расположение интернациональной бригады «Пятнашка», сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. К районным новостям. С января по декабрь 2023 года в Галском районе выдано 3084 вида на жительство и 51 паспорт Республики Абхазия. О работе в этом направлении рассказала Гал Медиа начальник паспортного отдела паспортного управления МВД Абхазии по Галскому району Эльвира Аршба. Тему продолжит Анжела Убилава. 13 декабря, как только в паспортный отдел паспортно-визовой службы МВД Абхазии по Галскому району были доставлены принтеры, персонализаторы и расходный материал, возобновился прием и выдача документов видов на жительство и паспортов гражданина Республики Абхазия. Теперь жители района, ожидающие выдачу паспорта абхазского гражданина и ВНЖ, могут спокойно обращаться в паспортный стол для сдачи и получения документов, удостоверяющих личность. Для уведомления удобства жителей списки фамилий граждан, чьи документы уже готовы, вывешиваются здесь же, в стенах отделения паспортного стола. Как отмечает начальник паспортного стола по Галскому району Эльвира Аршба, за период с января по декабрь 2023 года выдано 3084 вида на жительство и 51 паспорт Республики Абхазия. Работа паспортного отделения по Галскому району осуществляется в обычном рабочем режиме с 9 часов до 18 часов. Наплыва граждан пока нет. Нет такого, да? Нет, пока даже нет. Несмотря на то, что вот какое-то время приостановлено было. Ну, у нас списки граждан висят в фойе. Каждый может подойти, найти себя в списке и получить виды на жительство. В течение года в паспортном отделении по Галскому району было выдано вида на жительство 3084. Так, а также было выдано паспорт гражданина Республики Абхазия 51. В течение дня мы можем обслужить всех, кто обращается. Всех почти, можно сказать. Приемом документов занимаются 3 инспектора. А выдача вида на жительство и паспорта гражданина Республики Абхазия занимается начальник. Если говорить о порядке выдачи ВНЖ, замены и получения паспорта гражданина Республики Абхазия, он не может длиться больше 2 месяцев с момента подачи соответствующего заявления на получение документов, удостоверяющих личность. Но из-за модернизации паспортного управления в целом оформление и выдача документов были приостановлены. А соискатели вида на жительство и паспорта уведомлены должным образом через СМИ и сотрудников паспортного отдела по Галскому району. Модернизация системы паспортного управления на данный момент в целом по Абхазии совершена, а сотрудникам паспортного стола в эти праздничные дни приходится работать в усиленном режиме, чтобы наверстать упущенные и управиться с выдачей документов в срок. Анжела Убилава, Тея Басария, Борис Цацу, Батубиблая, Гал Медиа.
22 декабря в Абхазии отметили День энергетика. Почетные звания «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» присвоены Нине Абухба, Нугзару Хашба и Мите Джопу. Указ об этом подписал 21 декабря президент Аслан Бжания. А вашему вниманию мы представляем наш экскурс по истории главного энергетического объекта Кавказа – Ингурской гидроэлектростанции. 22 декабря отмечают День энергетика – профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающий выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ – электричество. На границе двух государств Абхазии и Грузии располагается крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция – Ингурская ГЭС. В Абхазии расположены пульт управления ГЭС, Галатское водохранилище и 4 перепадные ГЭС. Сама плотина расположена в Грузии. Ингурская ГЭС обеспечивает электричеством сотни тысяч человек. Станция эксплуатируется совместно Абхазией и Грузией. Тонкая бетонная перемычка соединяет два холма, сдерживая напор воды на высоте почти 300 метров. Это грандиозное сооружение является заслугой советских инженеров. Проект Ингурской ГЭС был разработан гидропроектом в середине 1960-х годов. Главным инженером проекта являлся Бронштейн. Специалисты института создали не только проект всей станции, но и принимали участие в разработке радиально-осевых гидротрибун. Проект предполагал строительство целого Ингурского каскада ГЭС, главный объект которого – арочная плотина высотой с 90-этажный дом. Это 272 метра. Строительство ГЭС, которое по мощности должна была превзойти все работавшие в то время в Закавказье станции, началось в 1961 году и продлилось 26 лет. ГЭС была частично введена в эксплуатацию в 1978 году, а завершена только в 1987 году. И на тот момент она была самой высокой плотиной в мире. Процесс строительства шел медленно, ситуацию серьезно осложняли условия высокогорья. ГЭС стала многонациональной, с самого начала в строительстве принимали участие представители десятков национальностей. Сейчас гидроэлектростанция представляет собой сложную систему, которая объединяет ту самую бетонную плотину, глубинный водоприемник, напорный деривационный тоннель, резервуар, 5 подземных турбинных водоводов, подземное здание ГЭС и отводящий туннель. Ингурская ГЭС является не только самой большой, но и одной из самых красивых электростанций на Кавказе. Туристы нередко посещают ГЭС, чтобы сделать головокружительные фотографии на фоне удивительного по красоте и грандиозности сооружения. До празднования Нового года остаются считанные дни, и все чаще и громче слышны на улице петарды и хлопушки. Между тем, как показывает практика, при несоблюдении правил безопасности можно получить довольно серьезные травмы. Больше того, может возникнуть пожар. Какие именно правила безопасности нужно соблюдать, чтобы не омрачить праздник Нового года несчастным случаем, узнаете от корреспондентов Галмедиа. Слово Илоне Микава. Совсем скоро наступит всеми любимый праздник Новый год. Неизменным атрибутом новогодних праздников является пиротехника. Петарды, фейерверки, ракетницы. Зрелище красивое, но небезопасное. Пиротехнические изделия вызывают большой интерес у детей и подростков. Многие подростки самостоятельно покупают петарды в магазинах и бесконтрольно используют их. И, к сожалению, бывают случаи, когда это приводит к плачевным последствиям. Я как родитель вообще против, чтобы в магазинах без взрослых продавали детям пиротехнику. Они очень заманивают детей. И родители, мы отдаем деньги детям для того, чтобы они покупали себе еду, а выходит так, что в магазинах они закупают именно вот эту пиротехнику, из-за чего потом у нас чреватые последствия бывают иногда. К сожалению, очень трудно проследить за этим. И знаете, в некоторых магазинах вот эта пиротехника даже продается просроченная. Они влажные, нерабочие. Насколько я знаю, их нужно хранить должным образом, чтобы потом продавать в магазинах, но не все это делают. Это очень опасно, потому что ты не знаешь, какая пиротехника тебе попадет на руки. Пиротехника имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. При покупке фейерверков или бомбочек необходимо придерживаться определенных правил, которые помогут избежать трагических последствий. Запускать пиротехнику можно только в присутствии взрослого. Не пользоваться ей в оживленных местах, на балконах и в помещениях, а также вблизи линий электропередач и деревьев. Запрещено направлять фейерверки на людей и животных, бросать петарды под ноги. Если изделие не сработало, к нему нельзя приближаться в течение 15 минут. Если приблизиться раньше, есть риск, что пиротехника сработает и причинит вред. Все ждут Новый год и, соответственно, фейерверки тоже, да. Но я с вами согласна абсолютно, потому что
это должно быть очень проконтролировано. Я так считаю. И тем более родители вообще, но я считаю, что детям это вообще не нужно продавать, да только взрослым и под присмотром родителей. Я с вами согласна. Да. А вот скажите, как вы думаете, пиротехнику может покупать любую, везде или определенную? Нет, только сертифицированную, абсолютно проверенную, ну и не просто так прийти где-то там, знаете, в заброшенном месте купить. И на это, я считаю, деньги экономить нельзя. Она бывает очень разная, соответственно, и очень большие последствия, я знаю много лет просто, и ужасные, у некоторых людей не Новый год, а трагедия случается в связи с этим. Но это никто не отменяет, надо просто выбирать качественную продукцию. Покупать пиротехнические изделия следует в специализированных магазинах. Особое внимание необходимо обратить на наличие у продавца сертификатов, соответствие на приобретаемый товар, наличие инструкции по применению, которая должна быть размещена на самом изделии и изложена на русском языке. У нас новый завоз, недавно привезли. Часто приходят дети, но мы стараемся не продавать детям без присмотра родителей, потому что это все-таки опасно, тем более салюты, они должны соблюдать дистанцию, поэтому только под присмотром родителей. Чтобы обезопасить себя от травм при использовании пиротехники, необходимо строго следовать инструкции по применению, в которой также указывается возраст лиц, допускающихся к использованию того или иного изделия. Однако не в каждом магазине контролируется продажа пиротехнических изделий лицам, не достигших совершеннолетия. Ну, у меня маленькие дети, но я частенько говорю, чтобы они не трогали, чтобы были под присмотром родителей, если вдруг они возьмут, или папы, или мамы. А петардами, я думаю, что дети вообще-то не должны трогать их и без присмотра родителей. Лично я с другом не пользуемся петардами, не хлопушками уже очень много лет. В детстве, конечно, пользовались, взрывали. Вот. А если честно, сейчас я вообще не осведомлен, где их можно купить. Хотя, как мне кажется, в любом магазине. То есть это может любой желающий прийти, купить. Это никак не ограничивается. Вот в этом-то и проблема. Молодцы, даже под Новый год? Под Новый год только родители. Только родители? Старше, да. Только при старших, да? Да. А кто вам рассказал, что вот опасно ими пользоваться? Просто мы сами, я сама поняла, потому что по звуку было сразу понятно, что они опасны и может легко. Чаще всего от последствий неправильного использования пиротехники страдают дети. Чтобы предупредить получение травм, необходимо проводить беседы со своими детьми о недопущении самостоятельных покупок пиротехники и ее использования без контроля взрослых. Илона Микава, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа. Новогоднего чуда в эти дни по традиции ждут многие, но в первую очередь, конечно же, детвора. Как оказалось, чтобы совершить это чудо, нужно не так уж и много. Доброе сердце и желание поделиться своими возможностями с окружающими. Наш репортаж мы назвали «Как стать Дедом Морозом» или рецепт настоящего новогоднего праздника от Гии Квиквискири. В преддверии Нового года житель города Гал Гия Квиквискири решил сделать небольшой сюрприз детишкам из малоимущих семей. В ходе акции дети смогли в свое удовольствие попрыгать на батутах, познакомиться с новыми друзьями. Для маленьких гостей также накрыли стол, где они могли полакомиться пиццей и напитками. Сегодня дети очень повеселились. Сегодняшний день был очень радостным для них. И я хочу поблагодарить всех, кто организовал сегодняшний день. Спасибо вам огромное. Я думаю, дети повеселились от души. Пользуясь этим случаем, хочу поздравить всех жителей нашей страны с наступающим Новым годом. Поздравляю всех с Новым годом, с наступающим, горожанам, детям. Вот сегодня акцию провели, вот детям устроили праздник, это радует и детей, и взрослых. Дай Бог пожелаю детям, чтобы мирное небо было над головой, и вот всегда новогоднее настроение, чтобы у них было. Спасибо отдельно хочу сказать
замначальника УГХ Кокойской реки, который сам затеял такую идею и вот детям устроил сегодняшний праздник. Благодарю вам, ваше телевидение тоже, Галмедиа. Пожелаю всего хорошего, всего наилучшего в жизни. Больше всего детишек обрадовали аниматоры в костюмах персонажей любимых мультфильмов, с которыми можно было обняться и сфотографироваться, а также потанцевать под задорную музыку вместе с любимыми героями. Все дети были вовлечены в веселые игры под современную зажигательную музыку. Сюрприз удался. На лицах детишек сияли улыбки. Они вдоволь повеселились, да и в целом приятно провели время. Перед Новым годом хотел для малоимущих детей подарить такой праздник. Я много чего не могу подарить, но я такой один прекрасный день подарил для детей, потому что они часть нашей жизни, они будущее нашего города. Без детей нельзя было бы любить так человечество. Если они хотят нас запомнить, завтра мы сегодня подарить какой-нибудь такой прекрасный день. Я хочу поблагодарить за поддержку ресторан «Парус», Элисо Бебуа, Анна Гергидава, за аниматоры и ребятам, которые поддержали, владельцам батута и Налочка-2, которые им огромное спасибо за поддержку. По мере возможности мы каждый год стараемся как-то поддержать детей и сделать им приятно. Подобные акции стали уже доброй традицией. Гия Кирпискири практически каждый год радует малышей такими мероприятиями. И как настоящий Дед Мороз намерен продолжить эту традицию и дальше. Илона Микава, Борис Цацуа, Галмедиа. А для взрослых Новый год – время надежд и переживаний за будущее. О том, каким оно будет, что принесет в наши дома и семьи. Конечно, нам всем хочется в первую очередь мира, здоровья и благополучия. Как правильно встретить главный праздник в году, чтобы звезды помогали вам и близким быть здоровым и успешным, расскажет Анжела Убилава. Декабрь – месяц суматошный. Время подводить итоги, ставить цели на Новый год. Время украшать дом и наряжать елку. Время выбирать и дарить подарки. О чем же следует позаботиться в первую очередь, чтобы не чувствовать себя загнанной лошадью и встретить эти праздничные дни во всеоружии. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Подготовление к Новому году – это всегда приятно, это поднимает настроение, естественно. И это, мне кажется, самая такая радостная для детей, которому приносит подарки Дед Мороз. Год выдался продуктивным, рабочим, очень много интересных событий выпало. Значит, что хотим сказать? Приближается новогодняя атмосфера, наши горожане готовятся к корпоративным праздникам, мероприятиям. А мы всегда рады помочь, подобрать образ, стиль. С наступающим Новым годом! Очень важно спланировать все заранее и не забывать за работой об отдыхе и развлечениях. Можно пойти в салон красоты и побаловать себя полезными процедурами, а можно остаться дома и устроить себе отдых, чтобы встретить Новый год ярко, красиво и весело. Скажи, чего ждешь в Новом году, о чем мечтаешь, как думаешь? Чтобы папу в отпуск отпустили. Папу в отпуск отпустили? Хочешь куда-то в путешествие с ним? Нет, обратно. Обратно туда, в Краснодар? Да. Хорошо, поздравь всех. Всех с Новым годом. Очень продуктивным был год. Много чего у меня в жизни изменилось, произошло. Я надеюсь, что следующий будет таким же, как минимум, и даже лучше. Если честно, я нашел себя. Я нашел не только себя, скажем так. Что ты имеешь в виду? Делать в своей жизни какое-то хобби? Да, нашел хобби и, скажем так, любимого человека тоже. О, как круто, да, я тебя поздравляю. Хорошо, в целом все, да. Ну что могу сказать насчет Нового года? Желаю, чтобы он был так же продуктивным, как был этот нынешний год. С Новым годом! Я желаю, чтобы в Новом году было все хорошо, и вот эти все недоразумения и всякие потери, они прекратились. Чтобы у всех людей были хорошие жизни, и они всегда были счастливы. И пока одни думают, какие продукты, фрукты и овощи купить к праздничному столу, чтобы порадовать родных и удивить гостей, другие ходят по магазинам в поисках лучших подарков родным и близким и планируют просчитать семейный бюджет, чтобы избежать финансовых неожиданностей. Я хочу всем пожелать, в первую очередь, добра, чтобы у нас не было вообще в сомнениях то, что у нас какой-то, знаете,
гнев, зависть и так далее, чтобы все люди этой планеты помогали друг другу и были очень-очень добры. Это в первую очередь. А все остальное, мне кажется, все сложится и здоровье в первую очередь. 23-й год вообще-то был неплохой для общей ситуации, но я желаю, чтобы все было получше, намного лучше, чтобы добро царило вот в нашей Абхазии, в нашем, вот, во всем мире. Желаю всем добра, счастья, здоровья, мира, благополучия. Ну, Богу спасибо, все есть. Семья здоровая, дети, меди, самое главное. А что принес? Радость, счастье. Богу спасибо, что все есть. Родители есть, братья, сестра есть, все здоровые, все счастливые. Еще больше радости, мира на земле. Самое главное, то, что нам надо. Всем поздравляю Новый год. Чтобы все было радость, счастье, мир. Главное вот это здоровье, мир, чтобы был. Дай Бог. Дальше все будет нормально. Чтобы все жили хорошо, ясно. С наступающим Новым годом всем жителям в Абхазии на всем мире. Всем, чтобы они, самое главное, чтобы был мир и здоровье, больше ничего. Поздравляю всех с Новым годом, всем по пару мешков бриллиантов, бриллианты все были. Город Гал тем временем преображается изо дня в день и становится все краше. Салоны, магазины и рестораны оформлены как снаружи, так и изнутри. Центром торжества станет главная площадь, где совсем скоро будет установлена новогодняя елка и праздничные декорации, которые превратят город, по словам организаторов, в новогоднюю зимнюю сказку. Центр города в скором времени превратится в зимнюю сказку, поскольку вдоль площади, центральной площади, будут стоять очень красивые пряничные домики. Они чем-то напоминают, скажем так, северные города Европы, потому что эти домики будут разных фасонов, разной фигуры, и фасад домов будет украшен разными орнаментами. Также вот будет необычная крыша, ступенчатый фронтон. И хотелось бы отметить то, что мы создаем такое хорошее новогоднее настроение для жителей города Гал. Это очень важно, потому что новогодние украшения являются частью городской среды, что у нас будет стоять большая красивая елка. И вообще именно организатором данного мероприятия является районный отдел образования в лице заведующей Кабели Екатерины Валерьевны. Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить с наступающим новым 2024 годом, пожелать счастья, здоровья, мирного неба над головой, и чтобы все наши желания исполнились в новом году. Впереди нас ждет самый любимый и долгожданный праздник Новый год. Его любят как дети, так и старшие, и романтики, и скептики. Я хочу поздравить жителям Абхазии. Новый год. Желаю всего хорошего, удачи, успехов, жизнь без забот, без слез, без горя. И самое главное, чтобы Всевышний оберегал нас. А что касается подготовки к Новому году, как другие города Абхазии, у нас тоже в городе новогодная суета. Ставим елку, торжественно будут зажигать 25 декабря. Елку, а 31-го уже подготовили грандиозный концерт, где будут принимать участие гости из России. Управление городского хозяйства, мы делаем свою работу, город приведем в порядок, оформили въезд города гирляндами и делаем кое-какие декорации по центральной части, по Самурзаканской улице. В 2024-м в свои права вступает один из самых могущественных и ярких животных гороскопа – дракон. Нас ждет необычный, интересный, изобилующий событиями год. И он будет удачным, если приложить усилия. Символ 2024-го ценит творческий подход во всем, гибкость и податливость. Поэтому людям, рожденным в год дракона, придется креативить на полной мощности. Ну а всем, кто не верит в астрологию, нумерологию и прочие предсказания, остается надеяться на себя, свои умения, знания и навыки, которые не зависят от дней недели и времени года.
на Всевышнего, который всегда подскажет, как жить дальше, не отчаиваться, надеяться, верить и любить. Ведь Новый год – это праздник, который дарит всем надежду и приносит радость. Анжела Убилава, Тея Басария, Борис Цацуа, Бату Библая, Гал Медиа. Главную елку Абхазии открыли 22 декабря на площади Свободы в Сухуми. Торжественный вечер продолжился праздничным концертом. Выступали как взрослые артисты, так и юные таланты. На площади установили павильоны, в которых можно купить угощения и напитки. Организовали кинотеатр под открытым небом. Новогодняя ярмарка будет работать в центре столицы все каникулы вплоть до 15 января. Ибрагим Чкадуа стал победителем премии имени Фазиля Искандера в номинации «Художественная проза». Церемония награждения состоялась 21 декабря в Тургеневской библиотеке в Москве. Победители в других номинациях: Лидия Кудрявцева и Камиль Зиганшин за произведения детской и подростковой литературы, поэзия Наталья Ахпашева, киносценарий и драматургия Наталья Шор. В шорт-лист в 2023 году попало 22 произведения из почти 200 присланных на конкурс. Лола Колбая – победитель суперсезона «Апсны Стар». По итогам суперфинала конкурса Лола Колбая получила возможность бесплатно обучаться в Академии музыки имени Гнесиных. София Мяукина сможет снять собственный клип, Миранда Мархолия записать песню, а Виктория Лабия – целый альбом. Ираклию Джумутя достался MacBook от генерального спонсора проекта компании «Аквафон». Спутник Абхазия, инфопартнер проекта, тоже подготовил свой приз. Фотосессия от Налы Авицба досталась Софии Мяукиной. «Апсны Стар» организован при поддержке Министерства культуры Абхазии. Ничто так не объединяет людей, как любимая и хорошая музыка. 25 декабря в Гале выступит группа «Бисквит» из Санкт-Петербурга и солистка Мариинского театра Карина Чепурнова, сопрано. «Бисквит-бенд» – виртуозы современного музыкального искусства, зарекомендовавшие себя как непревзойденные в России лидеры популярного стиля кроссовер. Лучшая кроссовер-группа по версии NCA Music Awards, обладатель звания «Посол русской культуры». Начало в 17:00, вход по пригласительным билетам. На этом пока все. Мы остаемся следить за новостями Галского района и всей республики. До скорой встречи на телеканале Гал Медиа. Абзерас.